который расположен в Куйбышевском районе, на Сухой Самарке. Этот жилой комплекс строит группа компании «Амонт». Вот. Этот проект предусмотрен как экскурсионная площадка на территории Самарской области. Он символизирует единство, межконфессиональную, межнациональную, культурную терпимость и толерантность, дружбу многих народов, которые проживают на территории Самарской области. Здесь важным является то, что основным принципом проектирования данного комплекса является равенство. Каждой нации выделяется одинаковое количество соток и одинаковое количество квадратных метров полезной площади в каждом доме. Вот. На территории этого комплекса будут располагаться дома примерно 25 национальностей со своими композиционными, архитектурно-художественными особенностями. Сейчас мы рассматриваем дом, который представляет нашу национальность, татарский дом. При его проектировании, безусловно, самым важным были этнографические вопросы, связанные с историей, культурой нашего народа. Здесь хочется сделать маленькую поправку, оговорку в том плане, что наш народ еще 500 лет назад представлял собой ту нацию, которая устанавливала здесь, на территории Поволжья, государственные институты и сама же руководила этими государственными институтами. То есть это сначала была Волжская Булгария, в дальнейшем это была Золотая Орда, но правопреемницей Золотой Орды стало Казанское ханство, куда в свое время входила территория, которая сейчас занимает Самарская область. Так вот, если немножко погрузиться в историю, первым делом вроде бы становится немножко страшно, потому что такое архитектура? Архитектура – это та часть искусства, та часть культуры, которая прежде всего связана с государственным управлением, с олицетворением символов государства и так далее. Но, к сожалению, уже 500 лет уже у нашего народа нету такого прямой явной государственности. Но, как это ни странно, в ходе рассмотрения данного вопроса удалось выяснить такие вещи, что те особенности культуры, архитектуры, которые были в государствах, которые я перечислил, можно увидеть и сейчас на территории татарских деревень. И здесь немножко поподробнее по истории. То есть была Волжская Булгария. Она являлась основным волжским государством, у нее была очень мощная культурная база. Дома, которые были в Булгарии, они были построены в зависимости от территориального нахождения, это или дерево, или глина, или камень. Но, тем не менее, очень сильными были коммуникационное развитие, очень сильным было булгарское зодчество. И в дальнейшем, когда Булгария стала мусульманским государством, очень сильно было влияние арабской, персидской, малоазийской архитектурной культуры, вследствие того, что были очень тесные связи с арабскими и персидскими купцами. Когда войско Бату-хана пошло на Русь, как мы помним, первым делом она завоевала Волжскую Булгарию. Это стало основной плацдармом, основной площадкой для дальнейших завоеваний. Определить, насколько сильно булгары ассимилировались среди монгольского войска среднеазиатских народностей, очень сложно. Но тем не менее, факт остается фактом. На этой территории была Золотая Орда. Столица Золотой Орды, кстати, Сарай, новый Сарай, там было несколько сараев, он находился рядом извините, не помню, то ли рядом с Волгоградом, то ли с Саратовом. Ну, то есть здесь, на наших волжских землях. Что касательно архитектуры Золотоордынского периода. Значит, это прежде всего очень сильное влияние малоазийских архитектурных форм. То есть это восточная барокко. То есть абсолютно такое консервативное здание с элементами восточного
скажем так, узорство восточных конструктивных элементов. Здесь опять-таки очень сильно влияние ислама. Исламские мотивы очень сильно оказывали влияние на архитектурную форму Золотой Орды. Особенно это сильное влияние оказала турецкая, сельджукская архитектурная культура. В дальнейшем, как мы помним, Золотая Орда поделилась на несколько частей, но все так же и этими землями правили чингизиды, потомки Чингисхана. И сейчас на этом месте было у нас государство Казанское ханство. Но здесь был, конечно же, упадок архитектуры, вследствие того, что очень сильно упала военные возможности этого государства. Но, тем не менее, архитектура, она взяла свою преемственность у Золотой Орды в Волжской Булгарии. То есть преемственность, она все равно как была, так и остается. И в дальнейшем, когда Казань пала в 1552 году, практически все основные каменные здания были стерты с лица земли на территории Казани. Но, как это ни странно, вот наши предки, я даже знаю, вот я родом с Теплоустана, несколько есть версий, как образовалась эта деревня. Одна из версий все равно то, что когда пали казанские города, Казанского ханства, чтобы их не крестили, многие семьи бежали. А бежали куда? Там, где есть лес, там, где есть река, там, где можно, так скажем, прокормить свою семью зимой и летом. Поэтому места эти выбирались не случайно. Композиционная форма, которую мы применяем в нашем проекте, имеет непосредственное отношение к тем государствам, которые были здесь. Так вот, особенности татарской архитектуры. Это прежде всего яркие цвета. Особенность татарских поселений – это то, что дома были очень яркими. Еще особенности какие? Это то, что были украшены дома конструктивными архитектурными элементами. Например, это окна, которые мы делаем в фронтоне, делались при помощи различных узоров, обналичивались при помощи различных узоров. Это прямые линии, это изображение растений, это кривые художественные линии. Все это как бы создавало общую композицию наших зданий. Так вот, здесь нет изображения животных, так как мусульманская культура воспрещает это. Дом, который мы спроектировали, изображает все эти элементы. Сейчас хочется задержаться на каком-то изображении одном. Если рассмотреть вот этот дом, здесь мы видим и окно фронтона, оно сделано с углублением, то есть возникает такое ощущение, как будто это маленький балкончик. То есть это еще одна особенность татарских домов. Очень красиво делались крыльца при помощи тех же зодчих узоров. Очень красиво делаются окна, конек здания, стропила украшаются различными вырезанными из дерева элементами. Сам дом, честно говоря, я не могу сказать, будет сделан он или из сруба, или будет обналичен досками, вот, потому что, к сожалению, точно не могут сами же они, люди, которые работают в ОМОНДе, дать на этот вопрос ответ. Но самое главное для нас, чтобы, если это бревна, чтобы они были оцементированы, если говорить о досках, чтобы это был первый сорт. Я думаю, и так это все будет очень красиво выглядеть. Также особенностью этих зданий является геральдическая композиция, то есть дома татарских домов, они всегда делались симметричными, старались сделать симметричными, чтобы прослеживалась симметрия. Если посмотреть территорию, точнее не территорию, а планировку, здесь предусмотрена печь, тамбур, ну и жилая зона. Как она будет украшаться, это уже, так скажем, отдельный вопрос. Ну и территория 5 соток земли, здесь будут и малоархитектурные формы, возможно что-то из быта старой казахской деревни, ну и, естественно, растения. И в заключение хочется сказать, что сказать спасибо нашим предкам, то, что сохранилась не только архитектура, но и наши гены, наша религия, наша духовность, наш язык,
благодаря их самоотверженности, усердиям, усилиям. Только благодаря этому мы сейчас можем увидеть дом, который, скажем так, стоял 200 лет назад где-нибудь в деревне, в теплом стане или Мочелеевке, или 500 лет назад в Казани. То есть все равно этот дом отличался от других домов. Такое предложение тоже было, что можно было сказать, что это точная копия того дома, который там с 20-х годов стоял в селе Старое Ермаково или в селе Теплый Стан. Вот такое предложение. Так, Настя, был проект, Хугаев, он такой масштабный человек, сразу предлагается создать к запуску этого проекта культурного парка издание книги, атласа, альбома, где будет отражен вклад каждого народа, который вот есть в этой национальной деревне, в дело развития и становления российского государства. Мы начинаем, когда мы тут учебник истории твердить не можем, годами утверждаем, а вот когда чей какой вклад, кто брал, чей флаг был раньше, или кто был башкирином или татарином, это на самом деле очень сложная вещь, но мы должны понимать, что біздің янда қалырға тиішті деген. Мына шул істемелер менің өзімнен түсірдім, чөнки в ближайшее время я эти проекты так основательно жеріне жеткізіп, бар шүғылені алмаймын. Давайте мы рабочая группа определим, бәлки тілеушілер бардыр, кімнің қатнашасы лидер, дәгіз аны уйлып и принять решение. Потому что в понедельник Рамиль уже должен прийти и сказать, ребята, мы заказываем такой-то срубовой дом, такие-то размеры. Ну, я думаю, что срубовой дом можно уже заказывать. Касательно там украшений, наличников, скажем так, это все можно по ходу дела корректировать. Самое главное, им сейчас нужен план. План есть.